Честь, доблесть и слава, рожденная служить и защищать. С таким девизом 46-я отдельная бригада уже 15 лет стоит на передовой. На праздник к юбилярам приехали высокие гости – генералы, полковники российской армии и представители республиканского правительства. Личный состав храбро, бодро выполняет задачи, готов к выполнению задач в любом регионе Российской Федерации, имеет потенциал выполнения служебно-боевых задач. В крупнейшей в стране бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД России служат более 14 тысяч человек. В их числе 141-й моторизованный полк имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также 249-й отдельный специальный батальон. Боевая лаборатория, так в народе называют соединение войск, провела десятки спецопераций по предотвращению терактов и уничтожению членов НВФ. Вчера я вспоминал то, что было 15 лет назад. Трагедии, страдания людей, разруха. И сегодня... Действительно, вчера я любовался Грозным и думал, как же здорово, что город стал красивый. Люди улыбаются, чистый, есть работа. И во многом это благодаря нашей, я говорю так, нашей, потому что она для нас родная, 46-й бригаде. Гостям показали и новейшую технику бригады. Это и БТРы, машины для разведки, связи, медико-санитарное оборудование. Усилия 46-й бригады отмечаются высшим руководством страны. 3 года назад здесь прошло торжественное вручение ордена Жукова. За проявленную инициативу, усердие и отличие в службе, добросовестное исполнение воинского долга награждали и сегодня. Накануне юбилея хочется сказать командирам, офицерскому составу, ветеранам, всем тем, кто стоял у истоков создания соединения. К сожалению, были и потери. За прошедшие 15 лет 232 наших товарища не вернулись из боя. Соединение стало школой мужества, десятков тысяч военнослужащих, воспитало плеяду патриотов своего Отечества. Поздравления с праздником от лица Рамзана Кадырова зачитал руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Ислам Кадыров. Все эти годы вы успешно защищаете нашу страну от любых угроз. С честью справляетесь с важными и трудными задачами. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, был убежден, что вернуть мир и порядок в республику можно только при тесном взаимодействии с федеральных и местных органов правопорядка. Вместе, как единое боевое братство, мы очистили регион от экстремистов и террористов, сделали его самым стабильным и безопасным в стране. К сожалению, на этом благородном пути погибли сотни бойцов бригады. Их подвиги навсегда останутся в нашей памяти. Дорогие соратники, я рад, что на страже нашей Родины стоят такие отважные защитники. Уверен, что в дальнейшем вы будете эффективно обеспечивать безопасность, целостность и независимость нашей Отечества. Также указом главы Чеченской Республики за вклад в развитие культуры и искусства, обширную творческую деятельность, нагрудные знаки получили артисты ансамбля «Песни и пляски». Прапорщику Савченко Роману Викторовичу, концертмейстеру ансамбля «Песни и пляски» гарнизонного дома офицеров войсковой части 3025. В личном составе бригады служат и живут со своими семьями представители 33 национальностей. Просторные общежития, детский сад, школа, места для отдыха и инфраструктура позволяют подготовить военнослужащих на высшем уровне. Сайхан Сенсаев, Магомед Мударов. Новости.